Начиная выступление, заместитель министра финансов Ингушетии Багаудин Халухаев отметил, что 2017 год для регионального Минфина выдался непростым. Но несмотря на все сложности, министерству все же удалось в полной мере наладить работу, направленную на определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств, оптимизацию расходов и наращивание налогового потенциала. В 2017 году республиканский бюджет было мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 3 миллиарда 304 миллиона. В текущем году планируем обеспечить поступление в объеме 3 миллиарда 564 миллиона. То в проекте бюджета на 2019 год предусматривается поступление от данного вида доходов в объеме 4 миллиарда 52 миллионов рублей. Что касается безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то их объем в 2019 году прогнозируется в сумме 18 миллиардов 72 миллионов 246 тысяч рублей. В том числе субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты 7 миллиардов 907 миллионов 264 тысяч рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 миллиардов 164 миллиона 982 тысячи рублей, что на 967 миллионов 700 тысяч больше, чем выделяется в текущем году. Согласно проекту документа о бюджете на ближайшие годы, общий объем республиканских расходов в 2019 году составит 22 миллиарда 458 миллионов рублей. А вот доходная часть меньше и составит 22 миллиарда 124 миллиона. То есть бюджет предлагается с дефицитом. Дефицитным бюджет республики принимался и в прошлые годы. Тогда акцент бюджетных расходов делался на повышение социальных обязательств, в том числе на повышение заработной платы. Согласно новому проекту, в следующем году размер заработной платы в среднем по республике увеличится до 20 780 рублей. В общем объеме расходов бюджета значительную часть занимают расходы по разделам образования – 33%, социальная политика – 28%, национальная экономика – 13% и здравоохранение – 3,2%. В рамках подготовки проекта бюджета рассчитан общий объем средств, направленных на 2019 год в местные бюджеты в виде межбюджетных трансфертов общего характера и отчислений по дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц, который составил 1 миллиард 346 миллионов 400 тысяч рублей. В том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 768 миллионов 168 тысяч рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета 100 миллионов, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям 95 миллионов 752 тысячи рублей. В 2019 году в регионе продолжится строительство ряда важных социально значимых объектов, предусмотренные в проекте бюджета и средства на развитие сельского хозяйства, культуру, спорт и, конечно, образование. Анализ основных макроэкономических показателей за текущий год в целом по стране показал, что российская экономика вступает в фазу восстановительного развития. Соответственно, можно ожидать позитивных изменений и в экономике отдельных субъектов Российской Федерации. Это касается Республики Ингушетия. Сформированный бюджет остается социально ориентированным и предполагает выполнение всех публичных обязательств в полном объеме. Это и зарплаты, и социальные выплаты, и реализация проектов, которые ведется в рамках госпрограмм. Так, в общем объеме расходов бюджета значительную часть занимает расходы на отрасль образования, это 7,6 миллиардов рублей, почти 34%. Социальная политика 6,4 миллиарда рублей, 28%. Национальная экономика 0,7 миллиардов рублей, это 13%. После выступления основных докладчиков в зале развернулась живая дискуссия. Депутаты парламента, представители общественных организаций и муниципалитетов интересовались перераспределением средств в отрасли образования, здравоохранения, соцподдержки, поступлениями в бюджет от инвестпроектов. С 2017 года вы имеете долг, объем по незавершенному строительству в размере 27 миллиардов 80 миллионов 506 тысяч рублей, который сопоставим с общим объемом расходов консолидированного бюджета Республики Ингушетия за 2016 год. А сегодня мы видим, что он превышает даже этот. Каким образом вы собираетесь решать проблему этого долга? Структура госдолга 2 миллиарда 250 миллионов. Он 100% бюджетный долг. Потому что мы коммерческие кредиты не брали никогда, бюджетные кредиты брали, и он не превышает допустимую норму в соответствии с нормой бюджетного кодекса. Мы сегодня можем 70% иметь госдолг. Сегодня он составляет где-то 60, если я не ошибаюсь, 60, около 60%. А считается он 70% от собственных налоговых и неналоговых доходов.
То, что касается объектов незавершенного строительства, да, к нам приезжала комиссия, нас проверяли, но эти объекты незавершенного строительства, они не построены сегодня или вчера. Они со дня образования республики. Этот перечень есть. Поэтому на сегодняшний день объекты незавершенного строительства уменьшены на 14 миллиардов. Вот за последнее время проведенной работы она уменьшилась. Значит, работа над этим продолжается. Она будет уменьшаться. Кроме тех объектов, когда-то в свое время, там, например, я знаю, перинатальный центр в городе Магаз, котлован там и фундамент. Мы его построили, и он числится как объект незавершенного строительства. Тут надо принять решение, или его консервировать, или его продать. Вот такие решения, это с 90-х годов идут многие объекты там. Каждый год в бюджете Республики Ингушетия выделяются деньги для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Это небольшая сумма для республики, это мизерная, копеечная сумма, но у меня к вам вопрос. В этом году, в прошлом году они были заложены, и в следующем году они заложены, я знаю. Они выделены вами, направлены, вы разыграли, или я знаю, что в соответствии с постановлением правительства этим должен заниматься Министерство труда и социального развития. Но вы направили Министерству труда и социального развития деньги для общественных организаций. Мы в курсе этого вопроса. Я в своем докладе начал доклад с того, что у нас какие нагрузки лежат на бюджет. Значительная часть кредиторской задолженности. Именно вот эти средства в том числе числятся в кредиторской задолженности. Эту кредиторскую задолженность комиссией федерального казначейства проверена, актом подтверждена. Ну, в принципе, сейчас ждем, этот вопрос решается на федеральном уровне уже. Они будут выделены, эти средства будут выделены. Кредиторская задолженность, она и в отчетах, и подтверждается документами, она и разыграны, решения по ним есть, там, по-моему, 7 грантов. Выступающие одновременно вносили свои предложения по решению насущных вопросов региона. Бюджетная политика на 2019 год и плановый период направлены на создание условий для повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие инфраструктуры, обеспечение сбалансированности бюджета республики. А конечная цель деятельности – это эффективное использование бюджетных средств. Хадя Добриева, Зарема Евлоева, Асхат Белакиев. Новости 24.